На прошлой неделе на Первом канале закончился этап слепых прослушиваний второго сезона проекта «Голос. Дети». Наставники повернулись к 3 татарстанцам: Ренате Тазидиновой, Ранелю Богданову и Саиде Мухамедзяновой. Песня «Субуй лап» в исполнении Саиды заставила не только повернуться сразу 2 наставников, но и стала хитом в интернете. Уже около 100 тысяч просмотров. Несмотря на то, что ей всего 13 лет, она уже обладатель гран-при престижного республиканского конкурса «Созвездие Йолдызлык». Побывав у ее в гостях и услышав ту самую музыку, Айнур Зинатуллин. Заявок в друзья у меня 1945. Подобная слава Саиду Мухамедзянову нисколько не тяготит. Кажется, она ее даже не замечает. Отвечать в сети старается каждому, тем более все письма теплые. Саида милая и хорошая девочка. Желаю успеха тебе во всем. В 5 лет главная солистка фольклорного ансамбля, в 7 лет она уже в призерах одного из самых престижных республиканских конкурсов «Созвездие Йолдызлык». В 13 – обладатель гран-при того же конкурса. Участие в проекте «Голос. Дети» сейчас для Саиды своего рода венец. У многих от ее хрустального голоса во время выступления мурашки по телу. Пелагея и Билан, как они сами потом признались, не могли не повернуться. Продюсеры отговаривали, якобы не поймут, но Саида настояла, что будет петь именно татарскую песню, как чувствовала. Барьеры языковые на прослушивании разрушил язык универсальной души. Настаивать на своем дальше продюсеры уже не могли. Щитек татарскую национальную обувь шили за 1 день. Платок подарили родственники. Ну, вообще было так, что я должна была участвовать в 1-м сезоне, но до меня очередь не дошла. Я уже там просила татарскую песню, но они сказали, ну кто поймет, Дима Билан, там Пелагея не понимает. И я вообще должна была петь в горнице, и, ну, вот, хорошо, что до меня очередь не дошла. Саида – любимый долгожданный ребенок в семье. Отдушина, которую, как признается мама Саиды, она очень долго ждала. Мелодию души дочери она услышала, когда она ходила еще в садик. Кто знает, может, голосом Саиды говорит музыка поколений. Мама Саиды, ее бабушка, тоже очень любят петь. До такой точности все это прям пела, что я удивлялась. И постоянно она пела. Вот где, хоть на улице, хоть где, всегда поет и поет, поет и поет. В эту субботу у Саиды выступление в Арске, а в кармане уже предложение выступить в московском Кремле. При всей своей серьезности, серьезных планов на будущее Саида пока не строит. Здесь она полностью согласна с папой. Как мой папа говорит, на все воля Всевышнего. Как будут дальше развиваться события в проекте «Дети. Голос», смотрите в эфире Первого канала каждую пятницу. Айнур Зинатуллин, Андрей Центальцев, столица.